Дмитрий Кирьяков сложил полномочия руководителя администрации муниципального района Сосногорск по собственному желанию в связи с переходом на ответственную должность в администрацию главы Республики Коми. Народные избранники это решение поддержали единогласно. Прошение об отставке стало главным вопросом внеочередного заседания Совета района. Скажу откровенно, этот выбор дался мне нелегко, потому что душой и сердцем я здесь. И считаю, что работа, которую мы вместе с вами ведем на протяжении 5 с лишним лет, была самым интересным этапом в моей жизни. 5 лет – небольшой срок. Считаю, что моя пятилетка на территории Сосногорского района не осталась незамеченной. Буду прилагать все усилия для того, чтобы Сосногорск продолжал динамично развиваться. И мы, как всегда, были и оставались лучшим муниципалитетом в Республике Коми. По мнению Дмитрия Кирьякова, главный итог прошедших 5 лет в том, что совместными усилиями всех органов власти района удалось не только сохранить высокий темп положительных изменений, начатых в 2007 году, но и увеличить его. Так, Сосногорский район стал первым муниципалитетом в республике, в котором полностью ликвидирована очередь в детские сады. Муниципалитету, несмотря на сложные экономические условия, удалось сохранить все меры социальной поддержки жителям. Мы не только сохранили, но и расширили уникальный в рамках России проект «Отцовский капитал». С каждым годом количество отцов, желающих получить выплату, растет. В 2010 году отцовский капитал получили 15 сосногорцев, а в 2015 году уже 60. Увеличивается и нагрузка на районный бюджет, однако эта статья расходов за 5 лет остается неприкосновенной. Взятые на себя обязательства мы выполняем, невзирая на разные экономические сложности. Впервые за 20 лет в Сосногорском районе построена новая начальная школа «Детский сад» в поселке Керки. Отвечая на вызовы времени, муниципалитет провел огромную работу и по обеспечению безопасности детей. Из районного бюджета выделены средства на установку систем видеонаблюдения и систем противопожарного мониторинга. Установлены ограждения. Подъезды к школам и садам оснащены сигнальными светофорами. Проведена масштабная работа по строительству новых безопасных пешеходных тротуаров. Началась работа по обеспечению доступности образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями. Считанные дни остались до завершения капитального ремонта Дома культуры «Горизонт». Хотя многие скептики не верили, что этот момент наступит. Также нам удалось внедрить новый формат сохранения и развития культурных учреждений в сельских населенных пунктах. 2 таких инновационных социально-культурных модуля, построенных в поселках Малая Пера, отремонтирован в поселке Ираиль. Помимо концертных площадок, в них также размещаются почта, библиотека, штаб-квартиры общественных организаций, тренажерный зал. Общие усилия органов власти позволили району стать передовым муниципалитетом и по обеспеченности спортивной инфраструктурой. Также существенно улучшилась транспортная инфраструктура района. Заасфальтирован участок дороги Керки-Малая Пера. Начался ремонт дороги от Сосногорска до Войвожа. Построено почти 2000 квадратных метров новых тротуаров. Появились новые транспортные развязки. Строятся новые улицы, разработаны новые маршруты общественного транспорта. Сосногорский район, один из немногих в республике, не только успешно справился с первым этапом программы переселения из аварийного жилья, но и с опережением завершает 3-й. Сделан и весомый задел на будущее. В районе началась работа по перепланировке недостроенного здания под квартиры для педагогов, детей-сирот и других льготников. Все те достижения, которые я сейчас озвучил, лишь малая часть той огромной нашей общей совместной работы. Работу, которую невозможно не заметить. Усилия муниципалитета высоко оценены как жителями, так и руководством республики. Одно из оказаний доверия – выделение полного объема финансовых средств, необходимых для строительства плавательного бассейна в городе Сосногорске. В завершении своего выступления теперь уже экс-руководитель районной администрации Дмитрий Кирьяков выразил признательность депутатскому корпусу и коллегам за совместную работу. Затем депутаты приступили к выбору кандидатуры исполняющего обязанности руководителя администрации района. Единогласным решением депутаты поручили исполнение обязанностей Виктору Шомисову. Народные избранники оценили его богатый управленческий опыт, в том числе многолетнюю работу заместителем руководителя районной администрации и руководителем администрации городского поселения Сосногорск.
1 июля состоялось очередное заседание Совета депутатов Сосногорского района. В повестке 8 вопросов. Самый значимый из них был, пожалуй, вопрос о внесении изменений в структуру администрации муниципалитета. Первый заместитель руководителя районной администрации представил народным избранникам проект решения, по которому предлагалось создать новое управление. Как пояснил Александр Мартын, такое решение назрело в связи с реорганизацией администрации городского поселения Сосногорск как логичное завершение начатой полгода назад работы по оптимизации бюджетных расходов и сокращению штата чиновников. Управление является юридическим лицом, муниципальным казенным учреждением, и в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием. Также счета открываемы в установленном законодательном порядке. Положение обозначены также и функции управления. Планируется, что вновь созданная структура возьмет на себя управление вопросами жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности в границах района, внешнего благоустройства и создания комфортных условий для проживания населения на территории района. Новое управление будет создано на базе 2 структур – отдела коммунальных энергосистем, транспорта и связи администрации района и непосредственно администрации города. В связи с этим упразднятся некоторые дублирующие функции и существенно сократится количество муниципальных служащих, что позволит снизить расходы на оплату труда чиновничьего аппарата. Если на сегодняшний день годовой фонд оплаты труда этих 2 структур составляет более 30,5 миллионов рублей, то по управлению ЖКХ затраты по оплате труда составят чуть более 23 миллионов. То есть экономия районного бюджета составит около 7,5 миллионов рублей. При этом перед новым управлением поставлена задача – сохранить в полном объеме специалистов по работе с территориями. Это те, кто непосредственно работают в поселках и деревнях и знают обо всех проблемах на местах не понаслышке, что позволит эффективнее решать вопросы жителей. Взвесив все «за» и «против», депутатский корпус проголосовал за создание управления ЖКХ администрации муниципального района Сосногорск единогласно. На очередном заседании Совета муниципального района Сосногорска депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Сосногорского района» участнику Великой Отечественной войны, заслуженному железнодорожнику и бессменному участнику районных мероприятий Михаилу Саракваше. Ходатайство о присуждении Михаилу Ивановичу звания «Почетный гражданин» в адрес депутатского корпуса направил районный совет ветеранов. Инициативу народные избранники поддержали единодушно. Михаил Иванович Саракваша родился 10 октября 1926 года в селе Плавна Климовского района Брянской области. В 43-м, в день 17-летия, юного Михаила призвали в армию. Михаил Саракваша участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, взятии Восточной Пруссии. С победными залпами майского салюта война для него не окончилась. В конце мая 1945 года 39-ю армию перебросили в Монголию, к границе с Китаем. 262-я дивизия, участвуя в разгроме Квантунской армии, первой перешла хребет Хинган и получила наименование Хинганской. Командир отделения пехоты Михаил Саракваша участвовал в освобождении знаменитого Порт-Артура. За ратные подвиги он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за победу над Германией, за победу над Японией и за взятие Кёнигсберга. Михаил Иванович демобилизовался 10 октября 1950 года в звании старшего сержанта. В 1953-м поступил в школу машинистов, после окончания которой в 1956 году был направлен в депо Ижма. Работал машинистом паровоза и тепловоза, инструктором-машинистом, заместителем начальника отдела движения по локомотивному хозяйству Сосногорского отделения Северной железной дороги. В 2016 году Михаил Иванович готовится отпраздновать свой 90-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, Михаил Саракваша продолжает жить активной жизнью. Является активным участником встреч районного совета ветеранов. Посещает школы и детские сады района, проводя для маленьких сосногорцев уроки мужества. В третье воскресенье июня в России ежегодно отмечают День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить долгую, активную жизнь. А для этого надо предупреждать появление болезни и лечить, если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть – это здоровье. А это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника – это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала. Ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному.
В Сосногорской центральной районной больнице состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику. Собравшихся в зале медработников поздравила заместитель руководителя районной администрации Наталья Кирсанова. Я от всей души желаю вам всем здоровья, большого личного счастья. Благодарю вас за ваш нелегкий труд. Учить и лечить мы можем все. Мы можем давать советы, как нас лечить, чем нас лечить. Но когда нам плохо, мы приходим к вам. И порой это бывает уже поздно, но вы делаете все возможное и порой невозможное, чтобы помочь человеку. Я хочу, чтобы эта частичка души, которую вы вкладываете в каждого больного, возвращалась к вам с добрыми пожеланиями. Своих коллег с профессиональным праздником поздравил и заместитель главного врача ЦРБ Виталий Иванкин. Он вручил работникам больницы и ее подразделений почетные грамоты и ценные подарки. А также от всей души поблагодарил своих коллег за хорошую и слаженную работу, за их гуманность и терпимость, пожелав им семейного благополучия и успехов в труде. Не забыли и о ветеранах отрасли, отдавших благородной профессии не одно десятилетие. В их адрес звучали самые теплые слова благодарности и аплодисменты. За все эти годы, которые я проработала, 50 лет, единственное, где я не работала, это у Валентина Дмитриевича в рентген-кабинете. Все остальные кабинеты я прошла. Всегда говорю: Нина, помоги. А Нина палочка-выручалочка. И с Алексеем Викторовичем работала, со всеми, безотказно. Кроме слов поздравлений, в адрес виновников торжества звучали и песни. Исполняли их в этот день не только самодеятельные артисты. Ольга Суворова – врач-терапевт. Свою профессию считает призванием, но она уверена, что хорошая песня и жить, и любить помогает. Своей выдумы, в светлых больничных палатах жизнь нам спасаете вы. 24 июня состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников Сосногорского района. 19 золотых и 8 серебряных медалей. Вот результат выпускников этого учебного года. Перед вручением медалей к отличникам обратился исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального района Сосногорск Виктор Шомисов. Я хочу пожелать вам, чтобы вы этот опыт успешности, это умение работать с полной отдачей пронесли через всю свою жизнь и любое ваше начатое дело завершали бы лучше всех. На церемонию награждения вместе с ребятами пришли их родители, учителя и директора школ. Родители поблагодарили педагогов за их огромный вклад, администрацию Сосногорского района за поддержку в сфере образования. Не скупились на слова и сами выпускники. И сегодня от лица всех выпускников я хочу сказать большое спасибо нашим учителям. Ведь именно вы из года в год передаете, охраняете неприходящее наследие. Спасибо вам за ваше отношение к нам, теплое, сопереживающее. Спасибо вам за ваш труд, за ваш вклад, который вы сделали в нас. Торжественная церемония награждения медалистов завершилась традиционной общей фотографией. Сосногорский район продолжает готовиться к празднованию 95-летия Республики Коми. Горожан и жителей поселков ожидает множество сюрпризов. Это и мероприятия, и открытие новых объектов, и визиты почетных гостей. Внести вклад в общий праздник могут не только должностные лица различных учреждений и ведомств, но и все желающие в рамках конкурса на лучшее обустройство и оформление внешнего вида муниципалитета. К украшению населенных пунктов Сосногорского района уже подключились управляющие компании, индивидуальные предприниматели, товарищества собственников жилья и организации, работающие на территории муниципалитета. Так, сосногорские полицейские решили улучшить внешний вид улицы Ленина, на которой располагается отдел. Вооружившись садовым инвентарем, правоохранители уделили внимание растительности и тротуарам. Полиция активно в данном проведении мероприятия участвует. Сегодня мы стрижем кусты, побелим бордюры. Я думаю, всю улицу Ленина мы приведем за следующую неделю в порядок.
Положительно вся полиция и добровольно относится к проведению данного мероприятия. Многие участвуют в этом мероприятии. Сделаем наш город чище. Итоги конкурса подведут в конце июля. Победителей определят в 3 номинациях. Лучшее оформление фасадов зданий и домов, лучшее обустройство и оформление улицы, лучшее обустройство и оформление двора.